На прием к Мурату Зязикову пришли жители и главы районов области, а также представители профильных департаментов и ведомств. В беседе поднимали проблемные вопросы, в числе которых ремонт старого водопровода в Дядьково. Водопровод строился по способам, разные предприятия. Там и асбест лежит труба, и чугунина, и металл. И, естественно, при наступлении погодных условий, то есть смена времен года, особенно зима-весна, водопровод ломало постоянно. На сегодняшний день проведены работы, то есть подготовлена проектно-сметная документация, цена вопроса 330 тысяч рублей. 70% от стоимости ремонта выделило правительство области, остальные 30% изыщет администрация Дядьковского района. А в селе Вороново Рогнятинского района жители просят решить транспортную проблему. Необходимость в этом есть. Мы нашли перевозчика, который это все осуществит. Мы с ним провели переговоры и, соответственно, исполним просьбу это жителей. Внесем в реестр изменения и новое расписание. Для жителей совсем скоро запустят рейсовый микроавтобус, что значительно упростит их перемещение. Мурат Зязиков пообещал взять этот вопрос на личный контроль. Губернатору придет письменное обращение и президентский контроль. То есть будет снято тогда, когда вот автобус начнет работать. То есть, на счастье будет крутиться колесо этого автобуса, и чтобы срывов не было маршрута, чтобы все были выдаваны. Вот такой вот. Тогда этот вопрос будет снят с президентского контроля. Кроме того, заместителю полпреда президента пообещали завершить в этом году строительство 3 детских садов, один из которых расположится на территории старого аэропорта. Андрей Трушкин при содействии пресс-службы правительства Брянской области, телеканал «Городской».